Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня у нас будет не просто интересный выпуск, а выпуск, который будет посвящен традициям и истории якутского народа. И в частности, я попытаюсь своими руками, с помощью, конечно, мастера, изготовить чорон. И сегодня мы находимся в мастерской колледжа креативных индустрий Аяр Хустар. Рядом со мной Василий Лопатин, мастер производственного обучения. Здравствуйте, Василий. Василий, я вот уже сразу вижу, да, думаю, наши телезрители тоже заметили, шикарный чорон. Это еще, я так понимаю, заготовка, да? Да, делается. Еще в процессе изготовления. Вот, вообще можно вкратце, наверное, я думаю, что все наши телезрители знают, но тем не менее познакомить именно, что такое чорон. Чорон – это якутская национальная посуда, и разделяется на два вида – одноножка и с тремя ногами. Вот с тремя ногами тут нету, он индивидуальный для повседневного. Питья кумыса, воды, чая, там, ну, как чашка. А вот с одноножки это чисто ритуальные, они предназначены для кумыса и молочных продуктов. Когда вы их выпиваете, кумыс, с кумысом нельзя поставить на стол. Вы всегда держите руками. Когда все выпили, вы поставляете на стол только вот сверху ногами. Потому что у него нога тонкая и может перевернуться. То есть это больше как, чтобы держать в руках, чтобы производить обряды, да? На руках. Интересный факт, кстати, я вот не знал. То есть правильное положение пустого чорона с одной ножкой перевернуто. Да. Испытано на себе. Друзья, но сейчас, прежде чем начать, Василий прочитал, ознакомил еще раз, да, с техникой безопасности, но в целом со школьных времен, я думаю, что кто учился в советских школах, еще знаком с токарными станками по деревообработке. Ну и, соответственно, самое главное, я помню, да, чтобы ничего не висело здесь, все было собрано, и главное, чтобы были защищены глаза. Но мы можем теперь начать. Василий сейчас, я думаю, покажет. Да. Начинаем с полукруглого стамески, так называемый реверс, вот такой вот. И когда работаем, держим его из кончика и отсюда. Вот мизинец должен касаться подручника. Не вот так вот с воздуха, а так держать вот. И когда работаем, вправо идем, здесь чуть-чуть наклоняем направо. Вот. Наклон и идем сразу. Вот подручник, он выполняет роль рельса. Держим вот так вот и не нажимаем, не перетягиваем, просто так вот идем. То есть, а вот этот палец мизинец, он получается как бы стопор, да? Да. Когда налево идем, чуть наклоняем налево и то же самое. Вот так вот. Сейчас покажу. До этой линии. Сразу выбираем высоту и отмечаем 18 сантиметров. Вот у нас чорон. Это вот рабочая зона. Да. Сейчас центр чорона, у него вот 80 миллиметров. От верха. От верха, У нас вверх тут ножка. Размещаем 80 миллиметров. Так, теперь смотрим на вот эту часть, верхней. Она уже 88 миллиметров. Но тут 10 сантиметров. Так что мы будем его делать чуть-чуть поменьше. Не 88, а примерно где-то 85. 85 можем сделать, да? Измеряем. Сколько у нас получилось? Смотрим.
так, ровно 95. Мы от него убираем сантиметр. Всё. В принципе, разметку сделали. Тебе сейчас надо проточить вот с этой линии до этой линии. До этой линии. Получается, вот так потихоньку. А она должна быть уже Косой должна быть так вот. по прямой, да? Да, сперва по прямой. Ты начинаешь отсюда и чуть-чуть увеличиваешь вот так вот. Ага. Понял. Так, ну если вдруг какая ошибка будет, сразу меня останавливайте. Так, включаем, да? Да, Так, начинаем. да. Отсюда вот чуть-чуть помаленьку. Прекрасно получается. Увеличивать дистанцию. Как? Сразу отсюда видно. Отсюда сразу? Ага. Последний раз. Все. Все, да? Сейчас мы сделаем вот углубление. Самая узкая часть чурона вот здесь вот. Ага. Вот он где-то вот тут. Это я делаю тогда... Сейчас только Ага, да. пусть сюда ставим. Держишь вот так и работаешь как будущего. Вот. Представляешь одну точку и вот так. И в обратную сторону. А вот эта часть, она как бы в центре ложбинки должна быть, да? Ну, в центре углубления. Нет. Посерединке ставим, да? Ну, примерно. Вот. И отсюда вот. Ага. И так до объявления формы. Понятно, да? Держишь вот так вот и... Хорошо, попробуй. Так, начинаем отсюда и где-то до середины, да? Ну, отсюда начинаем. А, прямо уже... так, сейчас попробуем. Вот отсюда вот углубить сразу. Вот отсюда. Уже отсюда, да? Ага. Ну, это сложно. Так, давайте я Так, закончу. ага. Ну вот этот, да, вот этот маневр такой, он немножко сложнее. То есть там надо учитывать то, что расстояние увеличивается, да? Да. И когда работаешь, ты должен смотреть на горизонт. Не сюда. Ага. Как у тебя получается. Примерно вот так вот. Так, в принципе, с этой частью все. Переходим на нижнюю часть. Тут посложнее. Я сам делаю. Это называется реверс. Ну, чтобы разделить вот этих полукругов, я называю его реверсом. А на самом деле он тоже полукруг. Но принцип работы у него другой. Тут уже посерьезнее. На самом деле это очень даже вот смотреть, как мастер работает, это завораживает. То есть видишь, как чурон будущий приобретает форму. Да, действительно. Так вот, форма у нас уже закончена. Надо его отшлифовать.
держите ее двумя руками и просто вводите. Да, но это несложно. Да. Так. Тут нельзя останавливаться на одном месте. Чтобы не нагрелось, да? Да, она все равно нагреется, но не испортить форму. Она же все впитываться будет. Так надо все. Так. Чтобы... Так, вот так держу, да? Да, двумя руками. И одним пальцем прижимай заготовку. И по всей форме. Вот так. Ага. Такая. О, ничего себе. Почти как стекло. Да. Сейчас у нас узор пойдет. Так, да, все. Начинаем всегда с середины чурана. На середине у нас самая толстая часть. Вот отсюда. Так, у нас будет в середине вот этот узор или мхарах. Сбоку урага. То есть вот эти узоры, они каждый имеет свое название, да? Да. Свое название, свой смысл. Теперь вот лемхара посередине только прижимается и все. А все остальные нужно делать так. Вам видно будет, если я сделаю вот так вот. Две насечки оставил. Видно, да? Вот слева, Вокруг карандаша, да? да, с левой стороны карандаша и с правой стороны карандаша. Вот. И чуть-чуть по очереди углубляю. Вот так вот. Вот оставил и тут оставил. И все углубляю. По очереди. Если сразу сильно прижимать, она сломается. Сломаться может. Да. Можете Так. сейчас тут попробовать. Да, лучше вот где-то. То есть сейчас у нас, друзья, я так понимаю, разговор идет уже о, как вот карандаш, кончик карандаша рисует. Нужно именно вот на эту толщину, да, Да. сделать выемку, Насечку. насечку. Тонкая работа. Так, ну давайте я попробую. Вот здесь, да? С середины начинай. Держу. Да, вот так. держишь так. Вот так. И ровно с середины ты просто углубляешь его. Ага. И все. Уже, а остальные уже по этим по толщинам Вот, карандаша. вот эту я делаю глубокую, да? Да, просто Прямо так прижимай. прижимаю. Чуть-чуть. Вот так. Ага. Все, просто прижимай. И все. Все. Вот сидит косым, не надо вот так вот играть. Не надо. Нет. Она как резьбу сделает и все сломает. Ничего себе. Все, нюансы. А вот эти уже, или еще поглубже делать? Нет, все. Все, нормально. Это достаточно. Теперь делаю слева-справа потихоньку, Да, слева, справа потихоньку. Поэтому у меня будет просто тренировка. Испытано на себе. Ну, считай, вот посюда. До этой линии. Видно, да? Закрепляем. Включить? Так. Все, включаю, да? Ага. И крути. Я? Да. Просто кручу. Просто крути. Скорость нормальная? Побыстрее. Побыстрее можно? Да. Крути, 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 крути. Вот. Так, давай. Еще? Ага. Достаточно. Ух ты. Круто. Мы это выбираем.
То есть первоначальный это больше такой, как пристрелочный, да? То есть Да. он, а дальше уже он идет по Ну, можно и проделанному так, отверстию. но медленно. Медленно получается. Задняя бавка у нас уже не нужна. Убираем, чтобы не мешало. Сейчас мы будем как бы изнутри, да? Вытачивать. Ух ты. Вот, держу. И потихонечку. Попробуем. Что-то я посмотрел и как будто это... Ну, давай попробую. Да. Ну, не все. Держи вот так вот. И отсюда до центра идешь, останавливаешься, берешь с самой глубокой части и до сюда. Я, наверное, так сильно не буду, я просто попробую принцип, потому что как будто очень... А вот это режущая часть, да? Да. Вот отсюда начинай. Останавливаемся, берем поглубже. Вот так. Слушайте, я просто не ощущаю, где стенка. Лучше такую тут- тонкую работу доверить мастеру. Тут опыт нужен. Вот. Насколько уверен. И посмотрим, как Ничего он себе. у нас идет. Да, вот это. Ну, видите, друзья, тут получается же Изгиб. изгиб идет. И когда внутри вот такой огромный таким инструментом орудуешь, очень сложно. Ну, я, по крайней мере, что-то побоялся. То есть тут надо чувствовать, да? Да. Уже. Хорошо. Так, сейчас покажу. Вот так вот. Видишь, вот темные части. Их надо удалить, да? Да, ага. И вот так вот. Хорошо. Так, шлифовка это более-менее. Нормально. Так, пойдет. Нормально. Тут новую сделали. Ножку тоже режем. Сейчас что делаем? Ножку. Ножку? Да. Режем поудобнее будет. И побыстрее. Сейчас находим толщину ножки. Вот тут у нас 54 54. миллиметра. У нас ну, 54. Мы его чуть-чуть уменьшим, потому что у нас чуть потоньше. Ага. Чтобы симметрично смотрело, Да, да? пропорцию. Пропорции. Да. И тут.
Испытано на себе. Но сейчас мы уже переместились, можно сказать, такой за рабочий стол мастера, да? Потому что сейчас нам предстоит сделать узор. Вырезаем узор. Так, начинаем сверху. Тут отою, ну, узор трава, так называемый, или луч. Так, и тут просто полоски с интервалом где-то полмиллиметра или миллиметр. Мы сейчас делаем вот эту часть. В узорах главное держать интервал, чтобы не дальше, не ближе. И так вот мы работаем. А вообще Чорон, он олицетворяет же вот этот три мира, да? Нижний, средний и верхний мир. Да, так говорят. Я так не изучал. Просто делаю. Да. Ну, тут еще говорят, этот алгыс, это узоры, это как надпись. Ну, Илим-харак обозначает, чтобы ты был богаче. Это вот эта средняя часть. Да, ага. А ураса, что у тебя был свой дом, своя семья. И вот отою, ну, лучше, чтобы ты вырос, растил, развивался. То есть, как видите, друзья, Чорон это не только посуда, да, для питья кумыса, например, да, это еще и очень такой имеет, да, благословение и глубокий такой традиционный смысл имеет. Вот, держишь вот так, как ручку, значит, двумя руками упираешь пальцами и просто вот, видишь, вот, изгибаю пальцы и выпрямляешь вот так вот. Упор идет не рукой, а именно пальцами. Да. Если руками так прижимать, ты все сломаешь. Так. Контроля не будет. Да-да-да. Вот этим помогаешь и этим помогаешь. Сейчас попробуем. Так. Правильно, да? Здесь. Так, а этим пальцем тут держу, да? Ага. Ну, этот как контролирующий, что туда-сюда не бегал. Ой, это вот это. Не получилось. Не получилось. Так, сразу видно, что рука мастера и потом ученика. Интервал держать. Так, интервал. Ой-ой-ой, у меня еще сложность. Еще усилие должно быть такое постоянное, да? Ну, тут нужно найти свой способ для себя удобный, по идее. Ой-ой-ой. Тут вот контроль именно, чтобы ровно пошло. Мелкая моторика. Сложно. Ага. По-моему, не так глубоко получается, да, как у вас. Поглубже, да? Нормально. Нормально? Нормально. Нужно переноровиться. А так чуть-чуть инструмент острый. И само дерево, да, то есть береза очень такая податливая. Камера приблизилась, начал волноваться. Испытано на себе. Так вот, ураса, тонногоз и отою у нас самые древние узоры. Они есть в Чороне в 16 веке найденным в раскопках. Вот только вот эти три узора есть. А Илим-харак, он появился в 19 веке, в начале 19 века. Можно сказать, более такой новый, ну, современный. Да, можно сказать. А вот эти тоже из 18 века. Ну, 19 века, да. Это 19 век, можно сказать, золотой век для Чорона.
Он обрел свою форму, свои узоры многочисленные. И сейчас мы все ориентируемся на этот 19 век. Мгм. Это как канон считается, да? Ну, примерно так. Ну, точного канона у нас пока нет. Ну, ориентируемся пока так, по векам. Ага. Ну, скорее всего, вообще вот сама форма, да, то есть она, как бы, понятно, древняя. А в целом мастера же тоже разные, то есть они, Да, ну, в зависимости от района, то есть вы изготавливали, кто-то украшал по-своему, да? То есть, Ну, сейчас покажу одну заготовку. Так, это у нас 17-18 век по форме. Видите, он ромбовидный, а у нас так вот, как лировидный. Вот. Вот эта форма появилась в 19 веке, в начале 19-го, в конце 18 века. И так вот разделяем. ну, скорее всего, вот такой формы проще, наверное, делать было, да? То есть Да, особенно вручную. проще вручную делать. Топором все вот так вот вырезалось. И ноги должны быть еще уже. Тут чуть-чуть потолще, потому что все равно мы же Обычно будем ставим, ставить, да, так, чтобы она крепко стояла. Я сделал так. А на самом деле у него очень узкая нога. Ну, она же не ориентировалась, чтобы их вот так ставили. Говорят еще в древние века, у него вообще тут был кол. Типа, чтобы в землю вот Да, можно было. землю, ну, эти коневоды Да-да-да. таскали с собой. Тут утолщение было, наверное, тут обвивалось веревкой и на конь так Вешали. вешалось, ага, и так держалось. А когда там, чаепитие там и все выпивали и на землю так втыкали. Ну, Интересно. по легенде так говорят. Ну почему нет? Вполне может быть такое, Да, да? может быть, ага. И потом она эволюционировалась так вот, ножку. Так, мы переходим к следующему. Следующему узору. Полоса. Так, мы начинаем чуть ниже середины. Так вот. И тоже интервал миллиметр. Переворачиваем. И сбоку. И так вот. Красиво. Так, попробовать, да? Так, сейчас я от нее начинаю вот сюда и чуть ниже середины, да? Начинать. Интервалом миллиметр. Так, и держу так же, да, примерно? Да, так. И тоже пальцами тык Ага, вот это. Так, миллиметр должен быть от... и сверху. Так, где-то вот так. Всё. Далековато, да? Далековато получилось. Да, чуть-чуть. чуть-чуть ближе на полмиллиметра. Так, это... Да, чуть-чуть. Слишком Очень близко. Очень близко. Вот обратите внимание, вот Василий делал очень ровненько. Называется ураса, да? Ураса. Ураса. Немножко как будто похоже, да, вот на урасу. Действительно. А потом пошел я вот чуть-чуть, и вот тут уже в конце как будто совсем немножко даже Криво. очень, да, криво пошло. Так. Ну-ка. Главное... Ну, ромбики чуть меньше стали. Вот, Да. сесть, ага, совсем в некоторых Съедено. сегментах. Так, ладно, сейчас. Ну, мы чтобы показать вам финальный результат, да, то есть понятно, что если я буду все делать, это у нас уйдет, возможно, не один день. Поэтому я пробую каждый узор, несколько вот таких вот этапов небольших, и потом
Василий своей уверенной рукой, как видите, очень быстро уже делает. Пока я вот говорю, он уже в 3 раза больше сделал, чем я. Поэтому сейчас совсем скоро мы дойдем до одного из тоже, я вот смотрю на этот узор, это вот центральный узор. Илем Харага. Вот он. И это самый сложный элемент, можно сказать. Испытано на себе. Сейчас делаем Илем Хараг. Держим так, как ручку, и пальцами так упираемся. Сейчас вот дошли до края и сразу наверх идем. Так вот. Вот. Ого. До края дошли и сразу наверх. Вот, переворачиваем. Все делаем то же самое зеркально. И между. Там у нас чуть криво получилось. Так. И ромбики должны быть. Как сетка. Так, теперь самый сложный элемент. Так, сначала. У него есть 2 способа вырезать. Так, его можно таким большим полукругом, и можно косым. Ну, косой более точный. А, вот это? Да. Лучше. Это какое-то прямо, это надо усилий, наверное, побольше, да, делать? Да. Чтобы вырезать. И поопаснее. Так. Хорошо, так. Градус какой? Угол? Так, да, где-то? Да, не слишком глубоко. Так, режу до сюда и потом... Сразу наверх идешь. Так вот. Так, а вот это само лезвие у нас остается отсюда, потом вверх так иду, да? Держишь вот так вот. Углубляешься и сразу вот как бы крутишь. Всё, Ой-ой. есть. Так, так. Режу. И наверх. Ой, что тут вообще не то получилось. Так вот. О. Ну, в целом надо сказать, что, конечно, подобный, допустим, чорон мало кто, наверное, ну, если увидит, да, скажет, ой, что это такое. Поэтому мы договорились с Василием, что я приобрету этот чорон свой, пусть будет и память, во-первых, да, и во-вторых, я буду там, ну, гости будут приходить, сказать, вот где работал мастер, а где была моя рука, да. Поэтому сейчас давайте посмотрим еще раз, как работает Василий с этим сложным узором. Вот, получается, когда такое ощущение, что это не древесина, а пластилин, да, такой? Настолько легко получается. Испытано на себе. Итак, сейчас Василий готовится к следующему этапу, это покраска. Сейчас мы все подробности узнаем. Но, как видите, уже чорон приобрел свой узор, свою форму. И мы сейчас общались, возможно, по-моему, это было за кадром. Например, если вы нальете в чорон необработанный воду, то вода будет просачиваться сквозь древесину. И затем уже пойдут необратимые процессы, то есть чорон может треснуть. Поэтому обрабатывается топленым маслом. Так, сейчас я со слов Василия, да, если я все правильно запомнил, примерно наполовину наполняется чорон топленым маслом, и буквально в течение нескольких минут тут начинает все темнеть, то есть топленое масло просачивается, и уже дальше идет уже обработка. Вот. Топленым маслом желательно каждый год, да, обрабатывать Да, чорон? каждый год.
И перед использованием тоже. Перед использованием непосредственно, да? Непосредственно перед использованием нужно внутреннюю часть покрыть тонким слоем топливного масла. То есть прежде чем налить кумыс, нужно обработать маслом и потом только наливать. Ага. Потому что масло выветривается со временем, и когда кумыс наливаешь, может потрескаться. Ну. Вот, друзья, это, кстати, очень важный момент, потому что, я думаю, у многих, как и вот у меня тоже дома, хранятся чуроны, да, но понятно, что если, допустим, появится желание или повод, да, наполнить их кумысом, то желательно именно вот эту процедуру эту сделать, то есть обработать ее топливным маслом. Так, это у нас... Это вот, который вы сами делаете, да? Можете понюхать, там Прямо. как раз у нас вот мливка с содой. Это самое темное, да, получается? Да, потемнее. О, как красиво. Итак, сейчас наш чурон готов, обработан морилкой. Дадим ему немного обсохнуть, и еще финальная финишная обработка. Вот, обратите внимание, да, узоры проявляются. Можно ли это, получается, сравнить, как художник дорабатывает свою картину, да, то есть вот потихоньку вот добавляются тени, мелкие детали, да? Да, примерно так, чтобы объем был у узора. Ну что, друзья, обратите внимание, наш продукт сегодняшнего выпуска, сделанный вручную, да, под присмотром Василия. Практически, конечно, Василий всю работу сделал, потому что работа очень тонкая и очень длительная по времени. Но, тем не менее, все такие базовые, да, узоры я постарался сделать, плюс обработку. И мы с вами видели, как буквально из, я вот сейчас покажу примерно, да, вот из такой болванки, да, из куска дерева у нас сегодня в течение вот этих 40 минут получился красивый чурон. Но причем в процессе я уже, когда у нас уже появлялись формы, я уже поинтересовался у Василия, можно ли его себе приобрести, да, то есть есть такая возможность, и я очень рад. На самом деле сегодня я, наверное, обработаю его уже маслом, топленым маслом надо, кстати, взять, и я вот больше бырпах люблю, да, то есть Да, вот, можешь выпить там. да, то есть попить прямо из чурона, который был сделан своими руками. Вот. Но вообще в целом надо отметить, что в передаче, когда мы делаем что-то традиционное, вот то якутский нож, вот сегодня такие же ощущения были, когда делали чурон, прямо очень интересно, и у каждого узора, да, есть своя история. Сам по себе чурон такой сакральная посуда, на самом деле, да, казалось бы, просто, кружка, да, пить кумыс, но это не так, на самом деле, это гораздо больше. Поэтому Василию огромное спасибо за очень интересную передачу. Я думаю, что нашим телезрителям тоже понравилось. И увидимся с вами вновь на телеканале Якутия 24 в проекте «Испытано на себе». До новых встреч, пока!